Зядельбиева, Адам Далаков, Новости 24. С 5 по 7 июня в стране проводится первый всероссийский экологический детский фестиваль под девизом «Дети России за сохранение природы». Мероприятие объединит два праздника – и День защиты детей, и Всемирный день защиты окружающей среды. О том, что природу надо беречь, маленькие жители страны вещают через стихи, песни и танцы. Репортаж Индиры Манкиевой. Сломанное дерево, замусоренный парк, незатушенный костер. Глобальная экологическая катастрофа начинается с нас самих, с нашего отношения к окружающему миру. Фестиваль «Дети России за сохранение природы» призван научить подрастающее поколение беречь природу с самого детства. Посмотрите вокруг, это наша земля. Здесь живем ты и я, здесь живут он, она. Берегите ее, не губите ее, и поймете тогда, как она дорога. Амина Джамханова часто видела примеры безжалостного обращения с природой, да и сама бывало этим грешила. Но сегодня она дала клятву, что больше никогда не станет губить окружающий ее мир. Мы должны ее защищать и оберегать ее, потому что природа создала нас, мы ее дети. И мы пытаемся ее сберечь. У нас сегодня были представлены гимны, также гимн, посвященный экологии. Также мы сегодня произнесли клятву, что мы будем беречь наш земной шар, наш мир, нашу природу, экологию. Ингушетия стала для фестиваля «Дети России за сохранение природы» своеобразной стартовой площадкой. Отсюда по всей стране начнется эстафета детских проектов по сохранению природы. Республика принимает на себя курс эколого-ориентированного региона. Это значит, что политика будет выстраиваться в части развития экологической сферы. И все направления будут согласовываться в экологической части. Впрочем, по мнению организаторов, такие мероприятия должны охватывать не только детей. Наша цель педагогов, цель структур вышестоящих по экологическому образованию и других в том, чтобы воспитать в человеке экологическую культуру. То есть, чтобы эта экологическая культура переросла в экологическую, то есть отображалась в экологическом поведении. Это тогда, когда человек понимает, что хорошо, а что плохо для человека и для окружающей среды. Через песни, стихи, танцы и сценки школьники попытались донести до зрителей мысль о том, что природа нуждается в нашей защите и заботе. Фестиваль продлится до 7 июня. Его участники проведут несколько природоохранных акций на территории республики. Индира Манкиева, Резван Аушев, Новости 24. Сразу после